Где брать силы радоваться, когда все идет не по плану? А что, если счастье – это не подарок судьбы, а навык, который можно и нужно развить? С вами Юлия Краснова, и сегодня у нас в гостях Гульназа Салахова, профессиональный психолог, международный коуч и автор трансформационных игр. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, Гульназа. Как настроение? Супер. Позитивное. Очень рада, что я здесь, да. Прежде чем мы начнем с вами диалог, я предлагаю небольшой блиц-опрос. Утренняя практика или вечерняя медитация? 100% утренняя практика, потому что она дает настрой вообще на весь день. Тишина или подкаст в дороге? Это зависит от настроения, но чаще я выбираю подкаст «Дороги», потому что в тишине я очень много времени провожу. Спонтанность или четкий план на год? Четкий план, когда ты определяешь основные цели на год, но при этом иметь гибкость в этом всем. Импровизация. Да. И ваш главный источник быстрого ресурса, вот скажем, за 5 минут? Это, наверное, остановиться, обратить внимание внутрь себя и спросить себя: Гульназа, а что ты вообще выбираешь? Какое настроение ты сейчас выбираешь? Ты выбираешь сейчас быть счастливой или несчастной? И всегда выбор очевиден. Да, если даже ситуации происходят какие-то плохие или которые меня выбивают, я все равно задаю вопрос: у меня есть только одна жизнь, у меня есть только сейчас момент, и только я определяю, быть счастливой или несчастной. Я рада, что вот в этом моменте здесь сейчас мы в позитивном формате с вами поговорим о том, что такое этот самый позитив на максималках. Мы про него часто транслируем и в соцсети, и в жизни. Что это для вас? Что это слово «позитив»? Позитив на максималках, скорее всего, многими воспринимается как розовые очки, да, и когда в мире происходит какой-то трэш, в твоей жизни происходит, люди говорят: вот эти аффирмации, это все не работает, она просто наигранно улыбается и занимается какими-то псевдонауками, да, но на самом деле для меня позитив на максималках – это когда ты имеешь четкую внутреннюю опору, и когда ты не обращаешь внимания на внешние голоса, и когда ты в честности с собой, когда у тебя есть контакт с собой, когда у тебя что-то болит, даже тебе грустно на душе, ты говоришь: да, это со мной происходит. А в этом есть настоящее чувство, получается? То есть это не уход от реальности? Конечно, то есть для меня это внутренняя опора, и когда ты во взаимодействии с собой, в контакте с собой, со своими чувствами, со своими состояниями, когда у тебя все плохо, ты позволяешь этому быть и говоришь: да, у меня плохо, Проживаешь. но я это проживаю, и при этом я задаю себе вопрос: а как я это могу поменять, в какую сторону я должен смотреть, какие действия я должен предпринимать для того, чтобы это изменить. Это про тотальную честность с собой. Вы профессиональный психолог, и, насколько я знаю, вы сейчас продолжаете учиться. Расскажите, Да. Какое у вас образование? Да, у меня 2 психологических образования. Это МИП и Институт Сарги. И также я сейчас обучаюсь в педагогическом университете на магистратуре психологической реабилитации детей и взрослых. А почему такой выбор профессии? Когда это пришло в вашу жизнь? На самом деле это было с моего самого детства, и у меня папа 9 лет назад ушел из жизни, но несмотря на то, что он был суперсистемным человеком и работал прокурором в республике, несмотря на это, он никогда не приносил ничего негативного домой, он всегда говорил: кызым, мир добрый, совершай добро, все мысли позитивные, все, о чем ты думаешь, все становится реальностью, будь хорошим человеком, твори добро, давай советы. И то есть, наверное, до того момента, пока его не стало, во мне это не распаковывалось. Но действительно, когда я потеряла своего отца 9 лет назад, я поняла, что все существующие проблемы, которые есть в жизни, это все проблемы, которые можно решить. Нету нерешенных, нерешаемых, которые невозможно решить проблем. Невозможно решить — это только человека с того света достать, обратно, вернуть. И я поняла, что все, что происходит, это настолько мелочно, а мы создаем глобальную проблему вокруг этого. То есть нам кажется, что все, вот эта проблема в центре, и у нас вся жизнь вокруг этой проблемы.
Ну, а есть ли какие-то такие практики, например, кто-то сейчас у экрана телевизора или смотрит с экрана телефона и понимает, что вот он создал эту глобальную проблему. С чего ему начать? Есть какие-то методы экспресс-советы, волшебные таблетки? Да, наверное, сначала, волшебной таблетки никогда не будет, потому что у нас психика так устроена, да, что мы не придем, наверное, к решению ситуации, да, до тех пор, пока нам совсем не станет плохо. И часто 90% людей и дожидаются до этого состояния, как в притче про собаку, которая лежит на гвозде. И лежит на гвозде и скулит она до тех пор, пока гвоздь уже не впился по самое «не хочу». И вот у людей также происходит. И мне кажется, самая экспресс-методика, да, для того, чтобы выйти из этого, нужно признать ситуацию и признать ответственность, что я это создал. То есть, что я своими ногами шел это, выбирал это, да, даже если бессознательно я это делал. И сказать, да, окей, есть у меня эта проблема, и сейчас я должен понять, к чему я хочу прийти, что я хочу создать. И уже вот этого слона раздробить на маленькие-маленькие части. Не нужно сразу, да, прыгать в этот океан, а для себя определить, чего начать? Да, какие шаги я могу начать уже делать для того, чтобы двигаться именно и куда? В разрешение ситуации. То есть не нужно фокусироваться на том, что я плохо создал, а нужно не бежать от, а идти к чему я иду. И вот тут мы возвращаемся к позитивным настройкам. Периодически слежу за вами в социальных сетях, и у вас есть такая практика замечательная, на мой взгляд, это практика благодарности. Да. Вот как это делать так, чтобы это было честно? Может быть, есть опять-таки, время нашего эфира, как всегда, ограничено. Есть ли что-то такое универсальное? Если не вдаваться в подробности, не делать это здесь физически как упражнение, вот что благодарность лично для вас и как можно практиковать это? Благодарность – это для меня самая лучшая практика, и я думаю, что даже в первоисточниках, в Коране, Библии, да, все начинается с благодарности этому миру, благодарности Богу, Аллаху. И сердце наполняется в этот момент принятием. То есть если говорить с точки зрения, да, состояния, не энергии, то мы доходим до полного состояния удовлетворения, принятия. У нас спокойствием и миром наполняется наше тело. И в этом состоянии, когда у тебя есть доверие к миру, когда у тебя есть благодарность к миру, к нам приходит еще больше. Это 100% работает, даже не на 100%, на 1 000 000 %. Что мы выражаем этому миру, то мы и получаем в ответ всегда. И то есть чем больше мы благодарим, тем больше нам хорошего в жизни приходит. Вот такой энергообмен. 100%. Ну и если мы говорим про мышление, а все идет отсюда, и жизнь, она складывается от силы, наверное, мысли, потом уже идет действие, да, то с какими, как правило, мыслями, с какими проблемами, задачами к вам приходят, обращаются люди, как к психологу? Чаще всего, так как я человек действия, и я всегда этой жизни говорю «да», даже когда мне очень страшно, и даже сюда было страшно прийти, несмотря на то, что я проявленный человек, у меня просто нету варианта ответить «нет», потому что я знаю, к чему я иду. И людей, конечно же, я тоже мотивирую очень сильно на действия. И чаще всего люди говорят, не могу реализоваться, не могу прийти к принятию, не могу принять себя, свою женственность, не могу найти свое предназначение. И по факту, как вы правильно уже сказали, что сначала мысль, а потом действие. Человек не может прийти к предназначению, к достижению какой-то цели, пока он не скажет «я верю, что я к этому приду». Пока он не поймет, что действительно это возможно. Потому что человек, который говорит «я не верю, и у меня это не получится», он не будет искать варианты достижения, то есть как я к этому приду. Где вы сами берете для этого ресурс? Как вы восстанавливаетесь? Когда много отдаешь, получается же нужно, чтобы и ты был наполненный в этот момент. Да, на самом деле я ежедневно делаю только то, чем я наполняюсь. То есть я не делаю лишних движений. По факту нету людей, у которых нет ресурса. Есть люди, которые живут не свою жизнь. И я для себя четко поняла, что меня наполняет, чем я хочу заниматься. Я не провожу время
бессмысленно для себя. То есть это не говорит, что я продуктивна на 100%. Я позволяю себе отдыхать, я позволяю себе вообще ничего не делать. Но я в этот момент понимаю, что именно в этот момент я наполняюсь. То есть я в контакте с собой, и я делаю только то, что мне приносит удовольствие, и поэтому я балансирую и восстанавливаюсь. И так как весна – это всегда период расцвета, это действительно и хорошее настроение, это больше солнышка, витамина D, но это еще и переход в новый режим. Что бы вы могли посоветовать нашим зрителям, нашим зрительницам для того, чтобы вот так экологично перейти из зимы, из спячки, можно сказать, вот в такую цветущую пору, как весна? Да, на самом деле для счастья нету единой формулы, и для каждого состояние любви, принятия счастья это абсолютно разное, да. Кто-то именно в семье находит свое счастье, да, кто-то в реализации и так далее. И просто для себя определить, себе задать вопрос: а я сейчас счастлива? Честно себе задать этот вопрос и честно на него ответить. И какой бы я бы себя хотела видеть, как бы я хотела себя чувствовать, как бы я хотела проживать эту жизнь и постепенно создавать себя. Если, например, у меня всю жизнь была проблема с самооценкой по поводу внешности, внутренние, да, какие-то моменты, то я всегда понимаю, что мне будет давать ресурс. Мне будет давать ресурс, если я буду следить за собой, за своим питанием, ходить в спортзал, делать какие-то практики, даже элементарно там зарядка для шеи, да, лимфодренажные какие-то практики, упражнения. То есть у каждого эта формула своя. Просто ответить на вопрос, какую я себя хочу видеть, как я себя хочу чувствовать и какие действия мне необходимо делать для того, чтобы я к этому уже пришла. И практика показывает, что мы не создаем себя какого-то нового, а на самом деле мы избавляемся от всей шелухи, ненужных, да, внешних шумов и просто раскрываем свой потенциал, раскрываем себя. В нас уже все есть. В нас есть счастье, в нас есть любовь, в нас есть красота. И через вот это все мы и раскрываемся, как красивый бутончик. Я благодарю вас за то, что поделились своей энергией, за то, что вы раскрыли свои секреты. Желаю вам всегда быть в ресурсе, делиться своим светом с этим миром. И благодарю, что вы пришли к нам на интервью. Спасибо, спасибо, что пригласили. Напоминаю, что с нами сегодня была Гульназа Салахова, профессиональный психолог, международный коуч и автор трансформационных игр. А с вами была Юлия Краснова и программа «Интервью». До встречи в эфире.